Программа двухдневного пребывания федерального министра в республике была весьма насыщенной. Итоги своего первого визита Лев Кузнецов вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым подвел в правительстве. В первую очередь говорили о социально-экономической сфере региона, исполнении указов президента страны и реализации программы «Юг России». Рамзан Кадыров рассказал, какой была республика 10 лет назад и чего удалось достичь за этот период. Я еще раз хочу поприветствовать Льва Владимировича в городе Грозном. Надеюсь, ему понравились наши действия по развитию республики. Прежде чем начать, на сегодня я хотел бы посмотреть на несколько лет назад и с чего мы начинали вспомнить. И я думаю, что это Лев Владимировичу будет интересно, и вам тоже. Когда я стал исполняющим обязанностью председателя правительства, у нас в республике была безработица 76%, а бюджет республики составлял 9 миллиардов рублей. И мы с этого начинали. У нас, благодаря нашему первому президенту, только начали работать школы, больницы. Ну, как мы помним, были маски, каски, бронежилеты, оцепляли села, блокпосты, не пропускали людей в любое время. Можно было ожидать, что закроют город, никого не выпускали, никого не пропускали. Вот с этого мы начали восстанавливать республику. И у нас получилось именно благодаря той политике, которую проводил наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, доверие, которое оказал Владимир Владимирович и руководству Чеченской Республики, и Ахмад Хаджи Кадыров, и чеченскому народу. Устойчивое развитие региона – заслуга тесного взаимодействия федерального центра с местным руководством, считает Кадыров. Он выразил надежду, что продуктивная работа в таком ключе будет продолжена и в дальнейшем. У нас сегодня республика безработица составляет 16,8%, и бюджет приличный. Это говорит о том, что мы идем по правильному пути, и федеральный центр понимает, что все те средства, которые выделяет для Чеченской Республики народа, доходят вовремя и без всяких поворотов. Поэтому мы сегодня ту доверие, которое нам оказывает, используя, привлекаем инвестиции в республику. У нас есть хорошие такие значимые проекты, есть, мы развиваем малый и средний бизнес, и социальная у нас политика тоже, я уверенно могу сказать, что не отстает от других субъектов Российской Федерации, потому что мы каждый день открываем новые школы, больницы, дошкольные образовательные учреждения. И народ Чеченской Республики, если даже по той ситуации, которая у нас была до сегодняшнего дня, я имею в виду и первая кампания, и вторая кампания, и те моменты, которые они перетерпели, так скажем, унижение, оскорбление, убийство, вымогательство. И забыв все это, наш народ поддерживает и руководство государства Российской Федерации, и руководство региона. И по статистике, если мы каждые 3 месяца один раз проводим статистику, больше 90% населения поддерживает ту политику, которую мы проводим. Это говорит о том, что мы должны еще увеличить темп работы и по созданию условий развития региона. Поэтому сегодняшнее совещание и ваш приезд в Республику для нас, так скажем, своего рода даже праздник. Если министр по развитию Северо-Кавказского федерального округа приехал в республику и не просто приехал и уехал, а полностью изучает ситуацию и полностью сам смотрит все те объекты, которые мы запустили, которые у нас нет возможности запускать, и вникается в все проблемы, это для нас большой праздник, потому что мы уверены, как бывший губернатор, который занимался именно чаяниями людей, вы будете обращать на нас внимание. Мы ожидаем и надеемся на то, что те намеченные нами планы поддерживают в федеральном центре, и вы станете, так скажем, звеном между федеральным центром и Северо-Кавказским федеральным округом, в частности Чеченской Республики, для того, чтобы, я вчера говорил, сейчас поменять имидж, и чтобы пришли к нам наши инвесторы, чтобы банки, в конце концов, с нами взаимодействовали, и чтобы они уверены были, что самая прозрачная система банковская или экономическая во всех отношениях находится у нас только в Чеченской Республике. Это не громкие слова, мы не подведем
и верховного главнокомандующего. Мы не подведем наш народ. Команда нашего первого президента — это те люди, которые здесь сидят, это и чеченский народ не подведут. И они делают все для того, чтобы Россия стала все сильнее и экономической, и мощной. Министр России по делам Северного Кавказа отметил, что увиденным за время пребывания в Чеченской Республике был приятно удивлен. Я как министр и министерство, которое создано по указу президента, не есть тот, кто будет контролировать, кто будет ревизировать, кто должен быть еще одной бюрократическим звеном в цепочке согласований. А ключевая наша задача, опираясь на ваш опыт, знания, желания, то, что сегодня действительно в первую очередь востребовано людьми, базируясь на основных руководящих документах, обозначенных Владимиром Владимировичем Путиным, председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обеспечить эффективную реализацию тех программ, которые уже есть и приняты на уровне Российской Федерации. Это мы знаем и госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа, и федеральные целевые программы, а также активно интегрируются и другие ведомственные программы, которые сегодня у нас существуют. Я подчеркну, что я впервые в Чеченской Республике, и хочу сказать, что, наверное, с экранов телевизоров видел то состояние, в которое несколько еще лет назад находилась республика, в тех условиях, в которых жили люди. Но объективно могу сказать, реальное присутствие здесь меня очень сильно потрясло. Потрясло в хорошем смысле этого слова по тем изменениям, по тому качеству городской социальной инфраструктуры, по тому, что государственные деньги, которые направлялись, были потрачены именно в первую очередь для людей, которые здесь живут и заслуживают глубокого уважения. Приятно также увидеть, что мы начинаем не с чистого листа, есть объекты реальные, при этом реализуемые по различным схемам и за счет частных инвестиций, и за счет федеральных программ, и на принципах государственного частного партнерства. Социальная сфера и исполнение указов президента остаются главными задачами национальной политики, отметил министр. Однако сегодня настало время переходить к более активному развитию экономического потенциала и наращиванию производства. Нам очень важно увеличить объемы реального производства во всех отраслях, используя преимущества, которые здесь заложены, традиции, для того, чтобы выйти в ближайшие годы на уровень максимальной самодостаточности. Что у нас получится, будет зависеть от нас. Но опять же подчеркну, у нас есть программа с вами ФЦП России с 2017 года, там предусмотрено порядка 150 миллиардов рублей, в первую очередь как раз для поддержки и развития экономики. У нас сегодня есть понимание и готовность, опять же, на уровне правительства Российской Федерации, я предварительно обсуждал это с руководством страны, с Министерством финансов, создавать дополнительные режимы, которые бы позволяли инвестору и нашей территории быть более привлекательной. У нас сегодня есть, опять же, уникальная возможность, что ряд производств у нас не существует в России. И мы можем быть той площадкой, опять же, где эти производства могли бы появиться. Министерство по делам Северного Кавказа готово оказывать всевозможную помощь, заверил Кузнецов. Все задачи необходимо решать сообща и в строгом соответствии с договоренностями. Также важна эффективность реализации программ. Например, по линии здравоохранения нужно наладить качество медицинских услуг, чтобы жителям не приходилось выезжать на лечение за пределы региона. Цель нашей с вами совместной работы заключается в ближайшее время в следующем. С точки зрения социальных программ, максимально в разрезе указов еще раз проревизировать все те приоритетные направления, которые существуют и в области здравоохранения, образования и других, скажем, сферах деятельности. При этом очень важно, я обращаю внимание, я был уже на ряде объектов социальных, посмотреть, что если где-то объекты и проекты не завершены, то проревизировать их с точки зрения сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы не можем условно строить вчерашние объекты. С другой стороны, очень важно, чтобы особенно дорогостоящие объекты в различных отраслях не были у нас локального характера. Мы не так богаты для того, чтобы строить какие-либо
центры, которые будут потом пустые. Хотелось еще раз подчеркну по современным технологиям, чтобы мы развеивали дальше имидж того, что вот в Кавказ сколько денег не давай, тратится неэффективно и так далее. Максимально, и вы уже молодцы, это делаете, реализовывали по большинству объектов схемы повторного применения. Когда нам понятно качество, когда нам понятны сроки, когда мы под это можем более четко ориентировать стройиндустрию, подрядчиков своих, инвесторов и так далее. И в конечном итоге обеспечивали через это выполнение тех дорожных карт, которые есть по указам, и самое главное, решали то, что максимально сегодня востребовано людьми. В том или ином населенном пункте, в том или ином регионе, в частности в Чеченской Республике и в целом в Северокавказском федеральном округе. Мы открыты для вас 24 часа, мы обладаем определенным опытом и знаниями, но мы не есть те, кто все знаем. Мы наоборот хотим, и я бы просил настойчиво, чтобы инициатива шла от вас. Вы лучше знаете, вы лучше чувствуете, вам это реализовывать. Мы есть ваши помощники, мы есть ваши союзники. Но очень важно, у меня принцип такой, если мы о чем-то договорились, это как везде становится для всех уже, скажем так, законом, которым там действуют и придерживаются все. Потому что самое очень важное, о чем сказал Рамзан Ахматович, что в рамках всей этой работы ключевой задачей есть изменение имиджа наших территорий. Показать, какой здесь потенциал, сколько много людей сделали и сколько есть здесь возможностей. Крайне необходимо решать поставленные задачи совместно с другими регионами, подчеркнул Кузнецов. Такие проекты, как Машук и Кавказские игры, очень важны. В свою очередь, Рамзан Кадыров отметил, что каждому принятому решению должны следовать реальные дела. Зачастую многие договоренности остаются нереализованными, просто на бумагах. Такой подход нужно менять, и новое министерство действительно может в этом помочь, считает глава республики. Если мы хотим избавляться от всяких проблем, которые существуют там, в частности, в Чеченской Республике, мы должны конкретно заниматься, взять вот одно дело и хотя бы довести одно дело, одну проблему до логического конца. Все те проблемы, которые были, существуют, остаются. Если мы все не скажем правду, то эти проблемы будут продолжаться. Для нас очень важно, скажем так, почему я настойчиво говорю, проревизировать все наши проекты, правильно сказать, что вот этот есть для нас приоритет, и обеспечивать их реализацию. Вот именно поэтому вчера и в рамках посещения роддома, который сегодня недостроен, мы договорились, что быстро должно Министерство здравоохранения вместе с подрядчиком, вместе с главврачом составить дорожную карту, учитывая еще пока, к сожалению, не лучшую статистику по показателям материнской, детской смертности, обеспечить введение в первом квартале следующего года. Под это реально есть ресурсы, под это, даже несмотря на определенное секвестирование, деньги в программе, в том числе и Юг России, заложены. Наша задача очень важна, чтобы это было сделано. По вопросу социально-экономического развития в регионе докладывал председатель правительства Абубакар Эдельгириев. Он отметил, что руководство подготовило много инвестиционных проектов, но они нуждаются в поддержке федерального центра. Также на совещании обсудили реализацию республиканского бюджета. У нас дефицит бюджета был принят порядка с дефицитом 7 миллиардов. Из них дефицит бюджета, да. Если разбить из них, это порядка 2,2 это зарплаты, 2,5 это разница между согласованной с Минфином дотацией. Согласовали, но не дали дотацию. И бюджетные кредиты на 2,5 миллиарда. При всем при этом я хотел бы теперь параллельно перейти на проблемы, то, что есть поручение Дмитрия Анатольевича, который дал поручение, чтобы проанализировали бюджеты субъектов Российской Федерации, все это поручение знают, и сбалансировали их, чтобы не было дефицита бюджета. В прошлом году, когда нас заставляли экономить, мы настолько урезались, мы не увеличили зарплату госслужащим, хотя везде в субъектах увеличили. Мы были на крайне жестких экономических мерах. И по итогу получилось так. Мы экономили, нам не дали дотации, нам не дали кредиты. Но в начале 2014 года получилось, что те субъекты, которые взяли коммерческие кредиты, они еще остались в выгодных условиях, потому что им дали потом бюджетный кредит.
И получается так, что и не знаешь, как на сегодняшний день формировать бюджет. По оценке эффективности органов исполнительной власти, в минувшем году Чеченская Республика заняла 5-е место, когда 2 года назад находилась на 65-м. Только в этом году объем отгруженной продукции промышленного производства вырос на 21,5%, рассказал председатель правительства. Однако остаются и проблемы. До сих пор остро стоит вопрос обеспеченности энергоресурсами собственного производства. Проблема с недостатком энергоресурсов. В Чеченской Республике на сегодняшний день вообще нет генерации. Мы используем перетоки. Но было бы все хорошо, и мы бы согласны были использовать, но действующие сети из-за своего ветхого состояния не могут обеспечить полностью потребности республики. И мы бы хотели бы реально хотя бы капсулу заложили, чтобы мы понимали, будет ли строительство ТЭС. Это одно. И второе, что повлиять, чтобы у нас было понимание, как будет решаться эта проблема энергообеспеченности. Потому что наши новые проекты, не хватает мощностей на подключение к энергосетям. Об исполнении указов президента России доложил заместитель председателя правительства Чечни Абдул Магомадов. Он рассказал, что в регионе строятся объекты дошкольного образования и учебные заведения. Также жители ветхих домов переселяются в новые. Открываются многофункциональные центры как в городе, так и в районах. Лев Кузнецов еще раз подчеркнул важность создания хорошего имиджа для всего Северного Кавказа. Здесь также предложили более широко использовать СМИ для реализации этой цели. Магомед Изидов, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.